Сегодня стартовал 26-й Петербургский международный экономический форум. Главная его тема в этом году – суверенное развитие, основа справедливого мира. Страной-гостем ПМФ-2023 выступают Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся стратегическим партнером Российской Федерации. Традиционно на форуме работает якутская делегация. У нас в прямой связи со студией, с Петербургом, мой коллега Максим Кардозу. Максим, приветствую. Расскажи, как стартовал первый день. Приветствую, Петр. Сегодня даже, кстати, не первый, а так называемый нулевой день начала работы форума. Официальное открытие только завтра, но вы видите, сколько здесь уже людей. Работают все, конечно же, панельные сессии, проходят различные встречи. И вот, как говорят сами организаторы, было зарегистрировано 17 тысяч участников из 130 стран. Вообще, наверное, надо сказать, что Петербургский экономический форум – это такая главная, самая большая площадка в нашей стране, где могут встретиться губернаторы, представители федеральной власти, крупнейшего бизнеса и тет-а-тет без посредников обсудить те будущие лучшие инвестиционные, инноваторские проекты, которые будут делать нашу с вами жизнь лучше. Ну и, конечно же, здесь представлены все субъекты Российской Федерации, Якутия не исключение. Наша делегация работает с самого утра. И вот буквально только что завершилась встреча Илдархана Сен-Николаева с генеральным директором Ассоциации по стратегическим инициативам по продвижению новых проектов. Буквально через какое-то время будет еще одна встреча у главы нашей республики уже с представителями крупнейшего индийского бизнеса. И будет очень интересно узнать об итогах этой рабочей встречи. Ну и параллельно, кстати, здесь проходит форум малого и среднего предпринимательства. Не забывают про малый и средний бизнес. И вот мы до нашего включения пообщались с министром предпринимательства, торговли и туризма нашей республики. Давайте послушаем, что он нам рассказал. При взаимодействии с федеральным центром мы впервые в прошлом году попали в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», тем самым получив средства для предпринимателей, чтобы они развивали инфраструктуру своего дела в туризме. Также мы вчера получили информацию о том, что мы выиграли дополнительную субсидию на 25 миллионов на 2023-2024 год, тем самым продолжая работу в национальном проекте, а это и есть результат взаимодействия с федеральным центром по развитию туризма. Очень много мероприятий проходит на тему арктического развития. В данном случае мы, конечно, делаем акцент на инфраструктурные вложения со стороны федерального центра и уже в дальнейшем будем развивать туристические направления, такие как арктический туризм, который сегодня на повестке Министерства Минэкономразвития. Но надо сказать, что Петербургский экономический форум – это не только деловая площадка, но и культурная. По традиции в центре города на Дворцовой площади будет рок-концерт, огромнейший, бесплатный, куда можно сходить и получить какое-то удовольствие. Также параллельно будет проходить и фестиваль «Душа России», посвященный культуре народов Севера. И, кстати, в этом фестивале будут принимать участие и наши земляки. Приехали сюда артисты из Якутии и будут показывать свое творчество, знакомить всех гостей и жителей Санкт-Петербурга с нашей культурой Республики Саха-Якутия. Ну а главное, наверное, событие, главная пленарная сессия запланирована на 16 июня. В ней будет принимать участие президент страны Владимир Путин. Будем обо всем рассказывать, будем держать вас в курсе. Петр. Максим, спасибо. Ждем от тебя подробностей с полей форума. Ну а я напомню, на прямой связи со студией из Санкт-Петербурга был мой коллега Максим Кардозу.